بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من اتبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد. Всевышний Аллах Азза ва Джаль в Коране говорит: «Ва'буд раббака хатта я'тияка аль-якин». Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность не явится к тебе. Убежденность – это есть смерть. То есть Аллах Азза ва Джаль говорит в этом аяте, чтобы мы поклонялись Ему, пока не придет к нам смерть. И Аллах Азза ва Джаль в этом аяте назвал смерть убежденностью, потому что каждый человек, будь он мусульманин или кафир, он убежден, что его настигнет смерть. И поэтому Всевышний Аллах Азза ва Джаль приказывает нам, чтобы мы постоянно поклонялись Аллаху Азза ва Джаль, то есть поклонялись во все времена, до тех пор, пока нас не настигнет смерть, чтобы мы поклонялись разными видами поклонения, которые нас обязал Аллах Азза ва Джаль. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, также подчинился этим словам Аллаха Азза ва Джаль, и он поклонялся своему Господу до тех пор, пока не настигла его смерть. И он был из тех, кто больше всех поклонялся Аллаху Азза ва Джаль, то есть из тех, кто больше усердствовал, даже из подвижников пророка, алейхиссалату вассалям, то есть больше них. И даже, как передается хадис от Айши, радийаллаху анха, то что когда он устраивал ночные молитвы, то его ноги опухали от того, что он долго стоял. И она спросила: «О пророк, ведь Аллах Азза ва Джаль простил тебе твои прошедшие и будущие грехи. То есть, почему ты себя так утруждаешь?» И тогда он ответил: «Афаля акуну абдан шакура». Если мой Господь мне простил мои прошедшие и будущие грехи, разве я не буду благодарным рабом своему Господу? И эти слова, то есть то, что надо поклоняться Аллаху Азза ва Джаль до тех пор, пока не настигнет нас смерть, они подтверждаются также словами Аллаха Азза ва Джаль в суре Марьям, где Иса алейхиссалям сказал: «Ваусани биссалати ва закати ма думту хайя». Мне мой Господь приказал, чтобы я выстаивал намазы и выплачивал закат до тех пор, пока я жив. То есть верующий человек должен поклоняться Аллаху Азза ва Джаль и должен стараться усердствовать в поклонении. То есть он не должен считать то, что он сделал, что это является достаточным. Каждым разом он должен стараться сделать все больше и больше поклонений ради довольства своего Господа Азза ва Джаль. И то есть не может верующий человек быть спокойным до тех пор, пока его душа не покинет, пока он не окажется в раю. И поэтому, как известно, даже сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, несмотря на то, что некоторые из них были обрадованы раем, они были из тех, кто больше всех трудились на пути Аллаха, будь это из той стороны в сражении, или же в поклонении, выстаивании ночей, или же, например, из того, что выплачивание заката или же садака. Как некоторые сподвижники, как, например, Абдуррахман ибн Ауф, отдал половину своего имущества в сражениях, когда верующие люди выступали против врагов Аллаха. Так же, как, например, Умар ибн аль-Хаттаб, когда отдал все свое имущество, как Усман ибн Аффан, когда было сражение при Табуке, отдал 1000 верблюдов. То есть 1000 верблюдов, это, особенно в то время, это огромное состояние. То есть они больше всех трудились ради довольства Аллаха Азза ва Джаль. Почему? Потому что они знали, что этот мир – это такой промежуток времени, который им надо пройти, чтобы достичь довольства Аллаха Азза ва Джаль в вечной жизни. И поэтому также Аллах Азза ва Джаль в этом аяте, где говорит, чтобы мы «Ва'буд раббака хатта я'тияка аль-якин», то есть это имеется в виду, мы должны быть стойкими в поклонении Аллаху Азза ва Джаль до тех пор, пока наша душа не покинет нас, то есть не покинет наши тела. И стойкость на пути Аллаха, стойкость поклонения Аллаху Азза ва Джаль – это одно из основных требований от верующего человека, от верующего мусульманина, правдивого человека, чтобы он всегда крепко стоял на правильном пути. И поэтому он должен со всей строгостью или же с полноценным намерением стоять на пути Аллаха Азза ва Джаль, поклоняться Аллаху Азза ва Джаль должным образом. То есть и не должен он
не должен он считать то, что он сделал, это достаточно ему. Особенно в это наше время, время смут, время прихотей и вот этого положения сегодняшнего нашего. То есть верующий человек, чтобы он стоял на истине, чтобы пройти вот эти смуты, он должен всегда пребывать в поклонении Аллаху Азза ва Джаль, поклонении, которые являются обязательными, особенно поклонение, которые являются обязательным Аллаху Азза ва Джаль. И есть несколько причин, которые помогают верующему человеку стоять на истине, или чтобы быть стойким в поклонении Аллаху Азза ва Джаль. Первое, самое основное, можно сказать, это чтобы мы полностью отдались Корану, отдались книге Аллаха Азза ва Джаль. То есть, чтобы мы читали Коран таким образом, чтобы взять из этого наставление, то есть размышляя над Кораном. То есть, если человек не будет размышлять над Кораном, простое чтение, то есть ему не даст столько пользы, как в том случае, когда он размышляет над Кораном. И поэтому размышление над Кораном это является основной причиной, которая помогает верующему человеку быть стойким на пути Аллаха Азза ва Джаль. И поэтому тот, который ухватится за Коран, тот, кто будет размышлять над Кораном, Аллах Азза ва Джаль обязательно сохранит его. Аллах Азза ва Джаль также спасет его от наказания своего. И также тот, кто будет просить у Аллаха, то есть делать дуа посредством Корана, имеется в виду, зная то, что содержится в Коране, то Аллах обязательно направит его на истинный путь. И также из этих причин это, чтобы верующий человек придерживался законам Аллаха Азза ва Джаль, и чтобы он поклонялся тем, что узаконил Аллах Азза ва Джаль. И поэтому Всевышний Аллах Азза ва Джаль в Коране сказал: «Ютаббиту Аллаху аллазина аману билкаули thабити фил хаяти дунья ва фил ахира. Ва юдиллу Аллаху залимина ва яф'алу Аллаху ма яша». Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и в последней жизни. То есть в последней жизни имеется в виду именно в хаятуль барзахия, в могиле. В этом аяте большинство ученых, большинство муфассиров сказали, в последней жизни, в этом аяте имеется в виду загробная жизнь. Почему загробная жизнь? Потому что именно этот период между мирским и вечной жизнью, который больше, наверное, будет самым трудным для некоторых пройти. То есть, и Аллах Азза ва Джаль поэтому говорит, то есть Аллах Азза ва Джаль именно тех, которые уверовали Аллаха Азза ва Джаль, то есть должным образом, Аллах Азза ва Джаль их будет поддерживать твердым словом. Твердое слово это ля иляха илляллах, то есть это таухид, единобожие. Тот, кто будет стоять на единобожие должным образом, Аллах укрепит его в этом мире и в хаятуль барзахия, в загробной жизни. И поэтому беззаконников Аллах Азза ва Джаль вводит в заблуждение. Аллах вершит то, что Он пожелает. Это из сифатов Аллаха Азза ва Джаль, из Его атрибутов. И ученые также указывают на то, что из причин, которые укрепляют верующего человека на поклонении, это ад-дуа. Дуа, звание к Аллаху Азза ва Джаль. То есть всегда просить у Аллаха Азза ва Джаль, чтобы Он укрепил нас на истине. Раббана ля тузи кулубана ба'да идh хадайтана. О Господь наш, не уклони наши сердца после того, как Ты их повел праведным путем, говорит Аллах Азза ва Джаль в Коране. То есть это дуа для верующего человека. И он должен всегда просить у Аллаха Азза ва Джаль об этом. И как пришло в хадисе, то, что пророк, алейхиссалату вассалям, часто делал дуа и говорил: «Я мукаллибаль кулуб, тhabбит кальби аля диник». О тот, который поворачивает сердца, укрепи мое сердце на своем религии. И как мы говорили до этого, дуа это одно из тех причин, в которые включает в себя, чтобы мы просили помощи у Аллаха Азза ва Джаль также. То есть должны просить помощи у Аллаха Азза ва Джаль, чтобы Он помог нам именно пройти вот этот мирской путь или же мирскую жизнь таким образом, чтобы Аллах был доволен нами, то есть поклоняясь Аллаху Азза ва Джаль на единобожии. И поэтому это очень важно, чтобы верующий человек постоянно делал дуа Аллаху Азза ва Джаль, чтобы он просил его
стойкости на пути Аллаха Азза ва Джаль, чтобы он просил его о помощи пройти ему вот этот мирской путь, будучи довольным, будучи Аллах будет довольным им. И также из этих причин, наверное, можно сказать, также из основных причин, это поминание Аллаха Азза ва Джаль. Частое поминание Аллаха Азза ва Джаль помогает рабу стоять на истине, помогает ему быть твердым на пути Аллаха Азза ва Джаль. И вот подумайте, вот, поразмыслите над словами, вот, над двумя положениями слов Аллаха Азза ва Джаль, где Всевышний говорит: «Я айюхалладзина аману, ида лакитум фиатан фасбуту». О, те, которые уверовали. Когда вы встретите, то есть группу врагов Аллаха, то есть кафиров, то будьте стойкими, говорит Аллах Азза ва Джаль. «Вадкуру Аллаха кафира лааллакум туфлихун». И поминайте много Аллаха Азза ва Джаль, и вы преуспеете. То есть Всевышний Аллах Азза ва Джаль в этом аяте указал нам на то, что тот человек, который будет поминать Аллаха Азза ва Джаль, когда он встретится с врагом, Аллах Азза ва Джаль укрепит его против них. Аллах Азза ва Джаль сделать так, что он будет стойким, и он не повернет спиной к врагам Аллаха Азза ва Джаль. И как пришло в другом аяте, то, что верующие просили у Аллаха Азза ва Джаль: «Ваthаббит ахдамана», и укрепи наши ноги, говорили верующие люди, когда сражались против Джалута. То есть, и как ученые сказали в этом аяте, почему в этом аяте пришло «Ваthаббит ахдамана», укрепи наши ноги. Некоторые сказали, что хотя там есть разные тафсиры, но некоторые сказали, что реально, когда человек встречается с врагом, иногда бывает, что у него появляется мандраж, его ноги начинают дрожать. И поэтому они просили: «Ваthаббит ахдамана», укрепи наши ноги. То есть это из тех поминаний Аллаха Азза ва Джаль. То есть это дуа и поминание Аллаха Азза ва Джаль, чтобы ты просил у Аллаха стойкости на его пути. То есть частое поминание Аллаха Азза ва Джаль, особенно в трудных положениях, укрепляет верующего человека. И то есть человек, который будет всегда просить у Аллаха Азза ва Джаль стойкости на его пути, и тот, который будет всегда просить у Аллаха, чтобы он помогал ему на истине, этот человек обязательно его концом будет хорошим концом. А те неверующие люди, которые, например, смотря на свою жизнь, то есть человек умирает в основном на том, что он жил. То есть если человек был из числа тех, которые ослушались Аллаха Азза ва Джаль, там разные ослушания, да, там разные грехи, то он, получается, в итоге умирает на том, если он всегда слушал музыку, и он умирает с этой музыкой на устах. Если он, не знаю, там, если у него какие-то другие, там, как передается от некоторых салафов, что один человек, когда умирал, то есть он был ярым игроком в шахматы. То есть и он, когда умирал, он называл имена вот этих шахмат, там, называя их, там, король, королева и так далее. То есть это было из-за того, что вот эти шахматы отвлекали его от поминания Аллаха Азза ва Джаль. То есть любое действие или любые вещи, которые отвлекают тебя от поминания Аллаха Азза ва Джаль, это недозволено. Это недозволено. То есть в любом случае, если даже в основе это действие дозволено, оно должно быть, то есть иметь свои границы. То есть ты не должен превышать границы того, что дозволено. То есть если ты забываешь поминание Аллаха Азза ва Джаль в процессе этих дел, то это уже является недозволенным. А верующий человек, то есть, соответственно, верующий человек, в жизнь которого было единобожие, в жизнь которого было поклонение Аллаху Азза ва Джаль, то он, соответственно, иншаллах, с милостью Аллаха покинет этот мир с свидетельством, что нет достойного поклонения Бога, кроме Аллаха Азза ва Джаль, и что пророк, алейхиссалату вассалям, его раб и посланник, ва саллаллаху ва саллям аля набина Мухаммад, вальхамдулиллахи раббил аламин.